Здравствуйте, уважаемый Ради Фаритович. Доброго дня, коллеги. За прошедшую неделю с 9 по 26 октября произошло 80 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших 107, погибло 14 человек. По данным ГИБДД Республики, с начала года произошло 3091 дорожно-транспортное происшествие, что на 270 или на 8% меньше, чем в прошлом году. Пострадало 3828 человек, что на 446 или на 10,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Погибло 370 человек, что на 7 человека или на 1,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Для понимания, Ради Фаритович, только наезд на пешехода у нас пока предварительно за 9 месяцев рост идет на 22%. ДТП со смертельным исходом. Также управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В рамках исполнения вашего поручения, Ради Фаритович, усилены контрольно-надзорные функции госавтоинспекции по недопущению управлению транспортными средствами в состоянии опьянения. С момента вашего поручения сотрудниками госавтоинспекции выявлено 6086 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. За неделю прирост составил 338 человек, в том числе за минувшие выходные задержано 142 нетрезвых водителя. Все объекты дорожно-транспортного комплекса функционируют с учетом указа главы Республики Башкортостан от 18.03 текущего года за номером 111 о введении режима повышенной готовности. По линии ГУБ-Башавтотранс дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не было. По сведениям объединения автовокзалов Республики Башкортостан, срывов рейсов по погодным условиям не зафиксировано. ГУП «Башавтотранс» постоянно проводит анализ пассажиропотока с целью удовлетворения потребностей населения в перевозках. Ведется активная работа по привлечению водительского и кондукторского состава. В салонах автобусов размещена информация с требованием соблюдения масочного режима во время поездки, установлены дезинфицирующие средства, организован ежедневный рейд по соблюдению масочного режима. На объектах воздушного транспорта по вине авиакомпании задержано 2 рейса, на объектах железнодорожного транспорта чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Доклад закончен. Я, честно говоря, не очень понимаю, что происходит. Вот прошлый год, 19-й, мы очень хорошо отработали по потерям во время дорожно-транспортных происшествий. Да, мы там, у нас динамика одна из лучших была в Приволжском округе, а сейчас она у вас становится хуже и хуже. Это что происходит? Вы анализировали это, нет? Ради Фаритович, для детального углубленного анализа 9 месяцев, да, нам нужно дождаться 30 дней после окончания 3-го квартала. Да? То есть, если в течение 30 дней пострадавший, не дай бог, там, скончался в больнице, он попадает по статистике еще в сентябрь месяц. Поэтому вот мы ждем окончательный цикл. Предварительные анализы показывают, что вот общее количество ДТП у нас идет снижение. К примеру, даже наезд на пешехода в прошлом году было ДТП с наездом на пешехода 784. В этом году 687. То есть количество дорожно-транспортных происшествий практически на 100 уменьшилось. Но тяжесть выросла. То есть смертельные исходы, несмотря на то, что в 100 раз на 100 случаев уменьшилось, в прошлом году 72 погибших пешеходов, в этом году 88. То есть растет тяжесть дорожно-транспортная. Вот эти все наезды, они же тоже, знаете, мы примерно знаем, где это происходит, при каких обстоятельствах, что нет разметки, нету заранее предупреждения, вот, значит, этим заниматься. Я просто никак не пойму, мы об этом столько говорим, я об этом столько, значит, поддавливаю, значит, мы установили камеры, мы в рамках БКД огромное количество, вы просили знаки, мы знаки начали ставить столько, сколько никогда не ставили. Что происходит-то? Вы разбирались с этим вопросом? Ради Фаритович, мы дадим детальный анализ и детальные предложения, но... Слушайте, мне от вас анализы мне не нужны, анализы вам нужны. Вы мне дайте действия, которые приведут к тому, что вы остановите
гибель людей на дорогах. Это ваша задача. Анализ мне не интересен. Вы там должны, вы все с высшим образованием там сидите. Я работу оцениваю как неудовлетворительную вашу. В частности, вас как министра оцениваю работу неудовлетворительно. Понимаете? А в конце года я буду принимать решения. Я не шучу здесь, понятно? Я вам дал поручение, значит, не дорабатываете. Есть, Михаил Рамазанович просил провести, значит, межведомственное совещание. Вы что там мне каждую неделю будете докладывать, там потихонечку, значит, начиналось там на 0,5%, на это, сегодня вы уже там 1,5%. Вы что думаете, я спокойно сидеть, что ли, буду слушать? Я вас всех поменяю лучше тогда. Это что такое? Это что такое? Значит, поднимайте все свои люди, выезжайте, сами хоть с палочками там вставайте. Останавливайте эту беду. Я лично этим вопросом занимаюсь. Прошлый год я занимался. Значит, нас на всех там форумах, на всех там Минтрансе России хвалят, везде хвалят. Ну, правильно работаем. А в этом году что произошло? Или коронавирус на вас так повлиял, что ли? Или что, я не пойму. Мы больше технических возможностей сделали. Намного больше технических возможностей сделали. У нас камер сейчас самое большое количество, наверное, в Приволжском округе. Я подчеркиваю, я работу вашего министерства оцениваю неудовлетворительно в этой части. Вы подумайте, пожалуйста.